these guys are from Tajikistan. Do you speak English? Can any of you? Yeah, you speak English? So. No, come here. Come here. These guys are from Tajikistan. What is your name? My name is Muhammad Rabbi. His name is Muhammad. And Muhammad, guess what? Early this morning I woke up, then I ate something, and I'm not eating anymore. بهار دلکش رسید و دل به جان باشد از اینکه دل بردمی به فکر ما نباشد. Всем привет, друзья! Я нахожусь в ботаническом саду города Душанбе, который был построен в 1933 году. И данный парк ботанический был позже переименован. Ну, понятно, что после получения независимости Республики Таджикистан переименован на Боги Ирам. Вот Боги Ирам звучит красивее, и мне это нравится. Вот, я иду со входа. Дело в том, что в этом парке есть два входа. Один главный и один запасной. Вот за моей спиной находится чуть дальше. И я зашел вот с этой стороны и потихонечку снимаю и заодно сам смотрю. Почти лет 5 примерно я тоже здесь не был. Скажу вам честно, здесь пахнет различными цветами, пахнет свежестью и пахнет очень вкусно. Все выглядит очень красиво. Вот даже покажу вам кадры кругом. Tajikistan. Yeah, hello. Can any of you speak English, please? Salam alaikum. No, English. You speak English? A little bit? Намедону. No, he doesn't understand. Okay, thank you. Thank you. Я вижу Йосемани хинди. Индийская сирень. Сирень. Вот. В 1954 году посадили вот это вот Йосемани хинди. Или же Шамшоди Хуррам. Самшит вечно зеленый. Кстати, я не знал, что такое хуррам. На русском языке хуррам означает вечно зеленый. И Шамшот, Самшит находятся направление, куда нам двигаться. Сейчас я вам зачитаю. Китай тухмпарвари, гулхона, воситай варзиши. Ну, спортивной площадки, там, ну, в общем-то, нам туда. Вот. Тут, короче, действительно вечно зелено. И за моей спиной можете смотреть, тоже очень красиво. Это ботанический сад города Душанбе. И в студенческие годы, друзья, мы очень часто сюда приходили, ну, по вечерам гуляли. Есть такая традиция в Таджикистане, когда женятся, и вот в день ЗАГСа, когда бракосочетание зарегистрируют в органах ЗАГСа, вот молодожены приходят именно вот в этот сад. Всем привет. Вот дорога, по которой я иду, это центральная дорога. То есть вот с двух сторон, вот по этим тропинкам можно идти, ну, полностью по парку можно гулять. И потом в конце выйти по этой дороге, если вы на машине, да, ехать потом на выход. Так, вот это центральная дорога, и тут многолюдно. Дальше начинается спортивная, я бы не сказал площадка, просто вдоль дороги они поставили всякие вот эти вот тренировочные инструменты или оборудование. Правильно будет оборудование. Вот влог снимают девчонки тоже, видите? Так что я не один.
Дело в том, что, друзья, за рубежом государства, за рубежом Таджикистана очень мало знают о Таджикистане, вождения. Вот. И в том числе я, когда искал по Богьярам таких хороших, красивых видеороликов, они есть, но очень плохо снимали. Красота, да? Вот, хотя вот это вот гостеприимство иногда нам мешает. Я вижу молодых людей там сидят. Поскольку я веду влог, ребята, на русском языке, подхожу и задам им вопрос также на русском языке. И что касается иностранных языков в Таджикистане, в последнее время очень сильно, скажем так, усиленно изучают иностранные языки. С чем связано? Причин несколько. Но что об уровне владения языком хочу сказать. Примерно 60, может быть, а то и больше процент населения Таджикистана говорят и понимают по-русски. Тут мы не говорим там хорошо, плохо, с ошибками, без ошибок, но факт то, что они понимают. Это потому, что отчасти наши родители говорили и говорят, то есть в советское время 75 лет. Ну и то, что образование половина ведется в университетах Таджикистана на русском языке. Ну, английский язык только находится в процессе, скажем так, возрождения, но русский я более чем уверен, что все понимают. Так вот. Вот, ребят, кружочек. Всем привет! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Я вижу, вы играете. А что, игра ваша как называется? Шляпа. Шляпа. А в чем суть игры? Отгадывать слова, собеседнику рассказывать быстро. Ну вы уже поняли, да? Ну, то есть такая игра легкая. Ну, удачи вам! Спасибо. Я вижу там вот гости из Франции тоже сидят, вот раз, два. Они сидят, просто наблюдают, как они играют. Им, то есть это интересно. در این بهار صنم بیا تا آشتی کن که جور و کین با من از این روا نباشد. Друзья, хочу сказать, что у нашего народа, нашего великого таджикского народа, есть очень интересные, очень такие привлекательные традиции. Ну и в том числе наш язык, который сейчас, на мой взгляд, немножко страдает от того, что мы все перемешиваем. То русский, то английский, то какие-то еще другие. И это, конечно, нехорошо. Скорее всего, еще и влог снимем на эту тему. То есть на тему таджикского языка. Так вот, они привлекают всех. Вот, и вот эти вот, почему я привел этот пример, вот французов видели, да, они сидят, смотрят, слушают, как, что тут происходит, да, им очень интересно. И вот, очень часто приезжают из западных стран, дорогие мои, изучать нашу культуру. Я лично видел очень много американцев, изучающих персидский язык. То есть они берут в основу персидский, на котором говорят в Таджикистане, в Афганистане, в Иране. И в том числе часть Пакистана, примерно 4 миллиона таджиков живут, по новейшим данным, кстати, в Пакистане, и там тоже говорят. Также в Узбекистане очень большая часть населения говорит на таджикском языке. По дороге я встретился с англичанами. Муж и жена приехали с Англии. Ну и стояли, просто пообщались. Они рассказывали мне о своих впечатлениях. И говорят, ну люди такие добрые, говорят. Ну это вот я вам процитирую его слова вот британца. Говорит, мало где, вообще мало где мы встретили
А вот таких людей, таких добрых, таких доверчивых, таких сразу там готовы прийти на помощь, подсказать, там, показать. Но он очень сильно похвалил, и мне стало очень приятно. مطرب مجلس بزنی